Сейчас мой второй доклад, он носит практическую ценность на этот раз. Во-первых, опять же, что такое вообще SMM? Кто сейчас сходу мне может сказать? SMM, аббревиатура, что значит, девушка, пожалуйста, ваша цепля. Правильно, это social media маркетинг, то есть маркетинг в социальных сетях. Маркетинг как-то связан с продажами, имиджем бренда, восприятием бренда и так далее. И вот сейчас такая тенденция, как Коля вначале сказал, социальные сети, реклама в них это тренд. И многие компании, например, Ижевская компания, которая производит карбюраторы, очень часто обращается к агентству и говорит: давайте нам делать аккаунты и рекламу в социальных сетях, мы производим карбюраторы. Агентство говорит: хорошо, давайте, конечно, а что у вас есть? Что мы будем тогда публиковать? Они говорят: у нас есть пресс-релизы замечательные о деятельности нашей компании, наших карбюраторах, инжекторах, других интересных вещах. Давайте делать рекламную кампанию. Они заводят аккаунты ВКонтакте, брендированный, группу покупают в Одноклассниках и начинают это фигачить пресс-релизы в Одноклассниках. Через 2 месяца тратят на это кучу денег, через 2 месяца приходит клиент к агентству и говорит: что-то вообще не растут продажи, ничего не получается. Мы запустили трендовую вообще такую штуку, social media маркетинг, но он не работает. Такая ситуация, я думаю, многим знакома. А дело все в том, что от пресс-релизов о карбюраторах получают удовольствие только извращенцы какие-то, наверное, в социальных сетях. А мы с вами посмотрим, от чего же получают удовольствие нормальные люди в социальных сетях. Итак, значит, что такое коммуникации в социальных медиа? Мы исходим из таких убеждений, что от обычных медиа, грубо говоря, информационные сайты, телевизор, радио, газеты, социальные медиа отличаются прежде всего тем, что в них происходит интерактивное взаимодействие с потребителями. В случае, если бренд общается со своими потребителями, на этот раз вы можете не как герой нашей Раши отвечать в телевизор, и он не будет вас слушать, а реально написать на сообщение бренда какой-то ответ, он в идеале должен вас услышать и прореагировать. И второе, то что люди приходят в социальные сети на самом деле не читать пресс-релизы, а делиться информацией по интересам, общаться, выкладывать фотографии и так далее. И если бренд публикует там пресс-релизы, публикует непонятно что, он становится чужим среди своих в этих социальных сетях. И рекламная кампания про карбюраторы на самом деле приносит только вред, а не пользу. Поэтому важно учитывать эти все моменты и разработать правильную коммуникационную стратегию. Второй момент, собственно, что же такое SMM-стратегия и что она может сделать? Дело в том, что напрямую, грубо говоря, из ничего создать какой-то контент, какой-то инфоповод и делиться им в социальных сетях у вас не получится. Реклама и коммуникация в социальных сетях должна проходить через какие-либо фильтры. Здесь 4 примера. Допустим, если вы проводите АТЛ или БТЛ акцию, промо-акцию, раздаете там что-то на улицах, вы можете придумать какую-нибудь интересную механику для этого в соцсетях и получить дополнительный охват к вашей акции. То есть это инфоповод, это какое-то событие, это есть за что зацепиться, можно там назначить встречу, можно придумать конкурс, и на вашу, скажем, BTL-акцию придет больше людей. Второй момент, это то, что сейчас все больше людей вообще слабо пользуются интернетом. Дети, например, у кого есть, или сестры, братья младшие. Если вы помните, вообще не ходят практически на сайты, сидят только ВКонтакте, у них там есть и игры, друзья, фотография, мультики, порно, все, что нужно современным детям, и поэтому они сидят там и, собственно, никуда больше не ходят. И если у вас рекламная кампания
на детей рассчитано, ну, конструкторы Лего, вот у нас есть клиент, то логично цеплять их именно в социальных сетях, потому что телевизор они не смотрят, наружную рекламу не совсем интересно, известия не читают тоже. Вот. Третье, вернее, сейчас много говорят о CRM-маркетинге, что вот за ним будущее, CRM-база, то есть, по сути, база контактов, которая есть у компании или у бренда, с которыми он может многократно коммуницировать. Так социальные сети лучше зачастую, в плане того, что у вас не только есть имейл или телефон этого человека, и имя, а вообще вся информация о нем, вплоть до того, где он учился, кто его бабушка, какую он любит музыку и так далее. Соответственно, вы можете посылать им более персонализированные такие сообщения, если вы будете подходить к созданию CRM-базы в социальных сетях на серьезном уровне. Ну и четвертая штука, которую не часто используют, это, собственно, исследования или опросы. Это тоже может работать и может приносить пользу и лояльных бренду людей. Например, у нас была компания для виски Джеймсон где-то год назад или полгода, и там предлагалось в социальных сетях сделать, собственно, рекламу для виски Джеймсон, которая будет потом висеть в журнале. Там было такое приложение, картинка, два мужика сидят, пьют виски, к ним идет медведь, на него никто не обращает внимания, и два таких облачка, куда можно было в приложении подписать диалог какой-то смешной или интересный между двумя этими людьми. И вот лучший диалог, там несколько тысяч было прислано работ, и люди заинтересовались этим, все ведь хотят делать рекламу, даже цыплята, поэтому это вот их заинтересовало, один победил, и в журнале «Максим» еще в ряде изданий реально опубликовался его диалог и вот эта картинка. Поэтому вовлекайте в процесс в социальных сетях людей, и они еще пользу вашему бренду принесут. Вот. Теперь перейдем к примерам, собственно. У нас есть один кейс, который мы делали для компании Теле2. Там была ситуация такая. Что вас возбудило так? Теле2 вас возбуждает, понятно. Бывает. Теле2, значит, там была ситуация такая. Теле2 не присутствует в Москве, присутствует в регионах. И, значит, большая тройка их вытесняет, мобильных операторов. И вот один раз директор Теле2 пришел к какому-то человеку из правительства, там, назовем его Вова или Дима, условно, и, значит, сказал: мы хотим в Москву, давайте, выпустите нас. И вот этот Вова или Дима сказал: а кто вы такие вообще, мы не знаем про вас ничего. Ну, действительно, в Москве тогда про Теле2 ничего не знали, они сказали: у нас вирусную кампанию. И она, сейчас я покажу небольшой ролик. Теле2. Хомофон. Любите ли вы хомячков, как любим их мы? Цели. Повысить лояльность потребителей. Увеличить присутствие бренда Теле2 в интернете. Задача. Сказать всем, что Теле2 – это связь для бесконечно долгих разговоров. Решение. Рискнуть и сделать максимально провокационную вирусную кампанию. Идея. Анонсировать появление хомофона, выдуманного телефона на хомячковой тяге, который никогда не надо заряжать. Почему камера? Он компактный, он выносливый, он простой в использовании, и это действительно самый экономичный вид грызунов. К тому же, люди любят хомяков. Итог. Наш телефон – это не очередная модель чего-то там. Это новый класс экологичных беззарядных телефонов. И у него есть название, слоган, рингтон. Уникальные функции, аксессуары, работающий прототип, легенда, сайт, пресс-релиз, а также тизерный видеоролик, видеоролик от создателей, видеоролик от пользователей, публикации в прессе и блогах лидеров мнений, упоминания на радио и ТВ, результаты, более 700 тысяч просмотров сайта, более 290 тысяч посещений сайта, 65% посетителей из регионов присутствия Теле2, более 750 тысяч просмотров видео, активное вовлечение пользователей. Компания вышла за рамки онлайн-коммуникации. Как шикарно! Это таких грузовиков, чтоб сажали хомяку!
Да, вот такой небольшой кейс. Интересная с ним была история. Дело в том, что компания Теле2 очень провокационная всегда, в том числе в Европе, проводит рекламные акции. И до этого у них была акция в какой-то из европейских стран, где использовались билборды, которые каким-то образом сравнивали гламурных таких девушек с овцами и что-то вот такое. И, в общем, на них наехали за это очень сильно. Вот. И потом, значит, тут в России тоже, когда уже началась эта кампания, начали интересоваться чуть ли там не Greenpeace, какая-то организация, что же это такое, вы мучаете хомячков, продаете телефоны с хомячками. Мы им как-то объяснили, что нет, хомячок один жив, вот он. И все равно немножко испугался клиент, но результаты были достаточно хорошие. Вот те ребята узнали, я надеюсь, о Теле2, ну и охват рекламной кампании был неплохой, плюс месседж основное сообщение, то, что у Теле2 дешевые тарифы, можно долго говорить за мало денег, был донесен таким образом. Вот. Следующий слайд листается вот так. Да, вот это у нас была кампания. Как мы делаем такие кампании в социальных сетях? И не только, конечно, но здесь основная часть была в социальных сетях. У нас есть 4 основных этапа. Это аналитика, планирование, эффективность и производство. На первом этапе, когда к нам поступает бриф от клиента, мы в течение недели или даже 2 недель совместно со стратегами и вот моим отделом social media маркетинга ничего, в общем, не делаем, никаких не придумываем хомячков, а проводим нормальное такое исследование рынка, потребителя, целевой аудитории, того, что эта целевая аудитория делает в интернете, в социальных сетях, и получаем некое такое мясо, собственно, для креатива, для уже механик. Мы после этого исследования знаем, куда нам двигаться, что, допустим, 90% нашей аудитории там в Одноклассниках, еще они читают то-то, еще любят игровые механики, еще там не пользуются, я не знаю, электронной почтой. То есть, это образный, упрощенный пример. На самом деле все сложнее, но после этого становится уже понятно, что делать. Это аналитика. Потом планирование. К нам подключаются к стратегам и social media специалистам, копирайтеры, собственно, наши креативщики. Завтра, кстати, будет мастер-класс по креативным методикам, где вот мы изложим реальные методики, с помощью которых можно придумывать идеи и приходить. Вот, подключаются эти ребята креативные и, собственно, на основе выкладок уже стратегических, то есть с необходимыми сообщениями для необходимой аудитории, проводят и планируют какой-то креатив, какие-то механики, идеи, которые должны работать в этом направлении. После чего все переходит к продюсерам, менеджерам, которые просчитывают уже, сколько будет стоить, допустим, программирование, дизайн, размещение на тех или иных ресурсах, печать, я не знаю, каких-то билбордов, костюмы, там, цыплят. Все, что входит в вот этот вот креатив, они просчитывают, и у нас получается, собственно, уже такое законченное предложение, логичное, с аналитической и стратегической подводкой, с креативом и идеями и механиками, и с просчетами, то, сколько это стоит и что вам это даст. Если, соответственно, клиент принимает это предложение, оно уходит на этап производства, где уже дизайнеры, арт-директора, программисты, рекламщики проводят рекламную кампанию и только присылают клиенту отчеты. Для примера я придумал недавно такой кейс вымышленный. Что значит бы было, если, к примеру, компания Red Cats обратилась к моему отделу с таким странным запросом, что они решили производить свои кеды, вот красные, и хотят продвинуть их в социальных сетях, в частности ВКонтакте. И мы сейчас с вами рассмотрим, как бы мы по этой схеме составили предложение. Есть, значит, 2 конкурентных преимущества у Red Cats. Они очень такие стильные, модные, каждый хипстер мечтает вообще в них ходить, потому что у нас хорошие дизайнеры. Вот по рейтингу Tagline мы на 4-м месте в этом году, после Лебедева и еще 2 агентств. И то, что они дешевые, стоят там по 300 рублей, потому что просто делаются из сотрудников, которые зарплату получают в Red Cats, и еще из них делают кеды.
такие странные два конкурентных преимущества, и мы попытаемся эти кеды распиарить и продать в социальных сетях. Что же это будет? Почему-то вот не правильно листаются слайды. F11. О, классно. F11. Значит, по той схеме. Сначала исследование, потом так называемый стратегический бриф, как результат исследования, я расскажу о нем. Потом ряд стандартных активаций, контентная, дизайнерская поддержка, несколько нестандартных механик, креативных таких для социальных сетей, потом таймлайн и показатели эффективности и стоимости. Поехали. Сначала мы делаем исследование. Мы для этого конкретного кейса взяли просто 3 ведущих марки Ket, Converse, Once и Pollen. И посмотрели, что они делают в ВКонтакте, какие у них группы, что там интересного. Посмотрели и поняли, что, в общем-то, группы достаточно скучные, в них по 1000 человек, никакого интерактива, новостей, ничего интересного нету, просто фотоальбомы с кедами, цены и условия доставки. Поэтому, ну, такой мини-интернет-магазин. Поэтому, если мы выйдем за рамки интернет-магазина, будем обновлять информацию, предложим конкурсы, приложения, мы, несмотря на известность Ket Converse, можем вырваться в лидеры. На основе этого уже будем думать креатив. Вот. После такой штуки у нас есть такая специальный формат, называется RedLogic, который мы называем еще внутренним брифом. То есть к нам приходит агентский бриф, наши стратегии, специалисты его обрабатывают под единую форму, понятную остальным сотрудникам. И составляют RedLogic, где описывают задачи коммуникации, что мы хотим сделать, целевую аудиторию, потребительский инсайт, что должно стать результатом коммуникации, рекламное сообщение и RTB, Reason to Believe, так называемый, что, собственно говоря, может заставить потребителей понять это сообщение. Вот здесь примерный формат, как это может выглядеть. Вот это RedLogic общая часть такая, общая стратегическая бизнес-часть. Еще есть обычно диджитал-часть, что делает аудитория веб, какие есть плюсы-минусы у конкурентов и так называемый медиа-контекст и digital insight. Мы это прописываем, после этого, собственно, уже что-то интересное придумать не так сложно. Как это придумать, мы рассмотрим в мастер-классе. Еще раз, реклама в рекламе. Вот, расписали RedLogic, отдали это копирайтерам и предложили ряд стандартных вещей: модерация, публикация новых новостей, обратная связь с клиентами потенциальными или просто потребителями, что очень важно. И 2 небольшие механики активации, которые мы посмотрим. Вот. Во-первых, если кто не знает, как оформлять свою группу, я вам скажу, что сиськи и котики это всегда работает, это лучший способ на самом деле сделать так, чтобы ваш контент был популярным, и если ваша торговая марка не противоречит моральным каким-то принципам, в социальных сетях пока в России легко. Отталкивайтесь от такого способа оформления группы, и все будет в шоколаде. Вот я тоже решил долго не думать и оформить в стиле того, как любят большинство пользователей социальных сетей проводить свое время в социальных сетях. Дальше. Таргетированная реклама, то, о чем сегодня много говорили. Ну, не буду сильно распространяться, только то, что есть хороший таргетинг, мы можем определить нашу аудиторию в соответствии с вот этим RedLogic и показывать наши объявления с нашими кедами только им. И 2 нестандартные такие штуки, почему-то они опять не во весь экран показываются. Ну ладно. Для Coca-Cola у нас был кейс в 2009 году новогодний, где практически не было бюджета, но нужно было сделать имиджевую кампанию. И мы создали такое приложение, в котором в своей аватарке ВКонтакте можно было нарисовать очень красиво красный шарфик такой. И идея была в том, что человек заходит туда, опубликует аватарку с красным шарфом,
приглашает своих друзей это сделать и нажать «Мне нравится». И чем больше друзей он пригласил, чем больше людей нажали на «Мне нравится», тем больше вероятность получить приз. Призом этот же красный шарфик, по-моему, и был. И в результате там несколько десятков тысяч так получилось, мы немножко посеяли это. Несколько десятков тысяч людей какое-то время ходили вот в аватарках, от Кока-Колы звали друзей и так далее. То есть минимальная такая креативная механика позволила дать тоже охват и новогоднее кока-кольное настроение многим людям. Здесь примерно то же самое вот я придумал, только с красными кедами. Приглашайте друзей, нажимайте «Мне нравится», и тот, кто больше всех пригласит, получит фуру красных кедов. И вторая штука, попытка выйти в офлайн из онлайна, из социальных сетей. Задание следующее. Распечатать стикер, приклеить его в необычном месте, сфотографировать, выложить в альбом группы. Чья фотография наберет больше всего «Мне нравится», тот, соответственно, и выигрывает и получает тоже годовой запас шнурков, допустим. И таким образом тоже мы мотивируем людей, которым нужны кеды, распространять, во-первых, в офлайне эти стикеры вешать, во-вторых, приглашать своих друзей голосовать за них, которые тоже могут заинтересоваться там покупкой кед и так далее. То есть тоже простая механика, небольшой посев, нормальный приз заставляет людей самих распространять информацию о вашем продукте. Две самые простые вещи, нам кажется, они в этом случае могут сработать, особенно на фоне остальных скучных групп про кеды ВКонтакте. Вот. Дальше, после всего этого, мы обычно рисуем таймлайн. Эта кампания вот на полгода рассчитана. Просто выставляем все наши активности, все наши промо-акции, распределяем во времени, чтобы это шло друг за другом, вот на диаграмме Ганта или просто на таком рисуночке, чтобы клиенту было понятно, как проходить будет рекламная кампания. И у нас очень простая она, мы используем две активации, контекстную поддержку и думаем там в течение 3 месяцев обменяться ссылками, какими-то постами с другими тематическими группами, там, я люблю обувь, что-нибудь такое. Вот. И в конце подводим итоги отчета и, собственно, такой простой таймлайн. Дальше любимое всеми такое слово KPI, это, грубо говоря, показатели эффективности, так называемые. И как бы это не было сложно спрогнозировать в социальных сетях, но все клиенты хотят это сделать, поэтому я сейчас расскажу, как вот мы подходим к планированию показателей эффективности для рекламной кампании. Конкретно на этом примере. Вот здесь в верхнем столбце красном написаны различные показатели, начиная от базового рекламного такого показателя, как число контактов, это вот все просмотры анонсов, рекламы, чего бы то ни было, то есть сколько людей так или иначе увидело ваше рекламное сообщение. Дальше прогнозируемое число, собственно, кликов, переходов, да, сколько из увидевших заинтересуются и кликнут. Обычно это в районе вот от 1 до 10%, бывает меньше, там, если это баннерная реклама. То есть здесь нужно какой-то универсальной формулы оценки нет, нужно просто из прошлого опыта, из того, насколько интересный у вас контент, попробовать спрогнозировать это число и получить в третьем столбце количество посещений. Группы тоже важный такой показатель, обычно для клиента, для фирмы. Вот. Дальше тоже мы на основе прошлого опыта или интересности продукта и креатива оцениваем, сколько все-таки людей вовлекутся как-то, подпишутся на группу, да? Это обычно тоже вот от 10 до 20%, если это интересная компания. И, собственно, станет участниками. Вот мы здесь прикинули то, что за полгода по всем вот этим 4 типам и методам нашего продвижения мы получим 3500 участников группы, уже обгоним, значит, все вот эти группы кед, и, это как бы минимум, который мы гарантируем. Дальше мы стараемся в каждый наш план коммуникационный включать такой термин, как полезное действие. В зависимости от компании это может быть
разные вещи. Например, там участие в конкурсе или подписка на какую-нибудь рассылку. То есть какая-то цель, которая важна клиенту в рекламной кампании. И вот здесь мы предположили, что там, допустим, это будут участники конкурса, да, и каждый второй из участников группы поучаствует в какой-либо активности, и мы получим вот 1750 участников. Ну и следующий столбец — это деньги, сколько это все может стоить. Допустим, разработка приложений, да, для активации там по 200-100 тысяч рублей, оплата другим тематическим группам за анонсы и оплата контекстной рекламы в социальных сетях. Получим, что все это нам выйдет в 600 тысяч рублей, примерно реальные цифры для агентства Redkit. Вот, и теперь такая вот, много информации, таблички сложные, поэтому сейчас без комментариев посмотрим одно видео еще раз, и на этом практически закончится. Сейчас, извините. Ждешь, когда из зеркала на тебя будет смотреть другой человек? Хватит ждать. Пора действовать. Что тебе мешает заняться собой сегодня? Размышления о смысле жизни, несварение, чушь. Все должно работать четко. Раз, два, три. Для всех, кто хочет быть в серьезной форме, сегодня есть верный путь. Это путь в Power Club «Зеркалочка». Трехшаговая система, разработанная признанным фитнес-гуру Алексеем Сухоусовым, поможет вам забыть о своем бесформенном прошлом. Я работал над этой методикой много лет, около 9. И твердо считаю, победителем может стать каждый. Уникальная методика Алексея основана на рефракции фотонов через зеркальный элемент в корпус фотоаппарата. В дальнейшем, при давлении на разогретые мышцы, происходит процесс, называемый фотоинкапсуляцией. Информация, скопленная в фотоаппарате, передается прямо в мышцы. Видеоэнергия. Давай работай. Главное — соблюдать трехшаговую систему. Первое. Вытяни вес. Второе. Посмотри в зеркало. Третье. Потрогай мышцы. Зеркалочка! Только сегодня, заказав клубную карту «Зеркалочка», вы получите бесплатное занятие с гуру фитнес-методологии Алексеем Сухоусовым. Позвони сегодня и стань победителем. Такой небольшой